Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Сегодня в программе. С чем связано подорожание бензина в нашей стране? Актуальный репортаж программы. Представители Министерства сельского хозяйства ознакомились с ходом реализации сельхозпроектов в Гудаутском и Гагарском районах. В Абхазском институте гуманитарных исследований прошли выборы директора научного учреждения. Алексей Двинянин освобожден от обязанности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия. Соответствующий указ подписал 17 марта президент России Владимир Путин. 15 декабря в сообщении посольства России в Абхазии отмечалось, что Алексей Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву. Временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Абхазия является советник-посланник Максим Литвинов. Готовится к подписанию соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства, сообщается на сайте МИД Абхазии. Проектом соглашения предполагается, что Российская Федерация предоставляет гражданам Республики Абхазия право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Условия приема будут установлены президентом России. Упрощенная процедура будет действовать в одностороннем порядке. Проект соглашения не предусматривает упрощенного порядка приобретения абхазского гражданства и не меняет основания и порядок приобретения абхазского гражданства как в упрощенном, так и в общем порядке. Соглашение будет подписано Министерством иностранных дел Абхазии по достижении договоренности с Российской Федерацией. Сейчас об актуальной теме повышения цен на топливо. С чем связано подорожание бензина в нашей стране? Почему в России бензин дешевле, чем в Абхазии? Повысились ли цены за проезд в общественном транспорте и такси? В теме разбиралась Гугу Цавардания. Одна из главных тем последних 2 недель – возросшая цена на топливо. На сложившуюся ситуацию, как прокомментировали в Минэке, республики повлияли происходящие в мире политические процессы. Министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что цена на топливо зависит от ценообразования на нефтепродукты в России, где отмечается рост по всем позициям с середины 2021 года. На повышение, безусловно, повлияли изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации, а именно изменение ставки налога на добычу полезных ископаемых и акцизов. Поэтому, соответственно, рынок отреагировал, и уже в январе мы наблюдали повышение цен. И участники топливного рынка, конечно, обращались в правительство Республики Абхазия для соответствующего реагирования. Впоследствии уже в силу известных событий ситуация стала меняться критическим образом, и биржевые индексы били рекорды по резкому увеличению стоимости. И мы видели, что цены менялись практически ежедневно, ежесуточно. По словам Озган, правительство рассматривало разные способы для регулирования этого вопроса в рамках закона Абхазии. Ранее применялись предельные значения цен. Но, к сожалению, в условиях быстро меняющейся ситуации на рынке нефтепродуктов принимать решения по установлению предельных цен 1 или 2 раза в месяц сложно. Потому что это может спровоцировать дефицит ввиду отсутствия у компании средств на закупку топлива. Поэтому единственный механизм, который позволил бы нам регулировать на изменение ценообразования на рынке нефтепродуктов, это, безусловно, применение мер путем определения предельного уровня наценки. Что в данном случае имеется в виду? Рынок нефтепродуктов в республике состоит из 3 направлений. Первое – это оптовый ввоз нефтепродуктов, далее мелкий опт и, соответственно, розница. И, таким образом государство определило, что участники рынка, поставляющие топливо в республику крупным оптом, имеют предельный уровень наценки на бензин, соответственно, 6%, на дизельное топливо всего лишь 2% к закупочной стоимости. То есть надо понимать, что мы очень существенно ограничили участников топливного рынка по уровню доходности.
Важным фактором, по словам Узган, является так называемый демпферный механизм, который действует в России. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и дистоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. То есть принцип работы механизма основан на том, что существует разница между экспортной и внутренней ценой. При этом она может быть как положительной, так и отрицательной. Когда разница положительно экспортировать нефтепродукты выгоднее, чем продавать их внутри страны. И, соответственно, наоборот. В России используют демпфер, чтобы не допускать резких колебаний цен на бензин и другое топливо. Но сегодня этот механизм, так называемый демпферный механизм, он создает существенную нагрузку на оптовые цены. Применяется непосредственно на оптовые цены, экспортируемые, значит, на нефтепродукты, экспортируемые из Российской Федерации. И стоимость нагрузки в ценовом эквиваленте очень существенная в цене. И в данном случае даже то, что республика обладает правом беспошлинного вывоза из Российской Федерации нефтепродуктов, несопоставим с размером этого возмещения. Вот цена на 11 марта. Цена закупочная на 92-й 58 рублей. Это только закупочная цена. И вот здесь почти 20 рублей это демпфер. 61 рубль, 61,74 закупочная цена на дизельное топливо. Сейчас она идет на снижение, но тут есть один фактор. Мы не можем одновременно с изменением цен на биржах реагировать здесь, потому что компании продают топливо, закупленное в тот период, понимаете? И вот этот цикл, он, к сожалению, не может ежесуточно реагировать, то есть компании не могут ежесуточно реагировать на изменения. Но то, что индексы вот такие высокие, это факт. Сказать, что в нашей стране можно экстренно принять меры и стабилизировать цену, это значит компенсировать внутри республики убытки компаний в связи с разницей в цене. Однако это значительные расходы, которые бюджет страны не осилит. В сентябре 2021 года руководство Абхазии обращалось к руководству России с тем, чтобы демпферный механизм не распространялся на Абхазию. Но так как речь идет о выпадении значительных сумм, решение пока не принято. Но мы в настоящее время тоже ведем соответствующие консультации, есть повторное обращение. Вот мы в течение января-февраля проводим необходимую работу с профильным министерством Российской Федерации в целях урегулирования вопроса. И учитывая отношение Российской Федерации к республике, конечно, рассчитываем, что такое решение будет принято. И если это решение будет принято, то, соответственно, цены автоматически пойдут на снижение. Поднятие цен на топливо влияет и на стоимость пассажирских перевозок. Стоимость проезда в столичном транспорте пока что остается прежней. Однако, по словам некоторых жителей столицы, на проезд существенно подняли цены в такси. Но, по словам директора фирмы «Гаруда», в их компании они остались прежними. Мы пока удерживаем те цены, которые были, но долго мы их удержать не сможем. Ходит много слухов о том, что цена будет и дальше повышаться за бензин. Наша работа, наши таксисты напрямую зависят от цен на бензин. Скорее всего, у нас в планах будет сделать так, что наша цена будет соизмеримо повышаться повышению бензина. Смотрите, у нас появилось приложение современное. Вот, например, вы спрашивали за цену до нового района. Указываем цену, то есть с офиса нашего до нового района стандарт выходит 260, минивэн 290 рублей. Не повысилась цена и в такси «Люкс». По словам представителей фирмы, расценки на стоимость за проезд остались прежними. Не представившись, мы позвонили как клиенты в другое такси. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить доехать от Красного моста на новый район? Красный мост, это надо переезжать Красный мост или прям с Красного моста? С Красного моста. Где сам, правильно? Да. А до нового района первый круг 300, второй 350. А сейчас цены на такси повысились, да, или как были? Нет, повысились. А на сколько примерно? Где-то на 50 рублей, на 100 рублей. Это везде так? Да. А когда повысились цены?
девушка, мы уже недели 2 как работаем. Такси, да? Это как-то контролируется, допустим, частные какие-либо другие фильмы, это как-то контролируется Минэком или они уже там сами у себя? Ну, цены на услуги по перевозке пассажиров, они регулируются государством. И если есть, значит, изменение фактических цен, это является нарушением. Как видно, информация о ценах на частные пассажирские перевозки везде разная. Клиенты говорят, что стоимость за проезд подняли. Официальные представители фирм утверждают обратное. С водителями поговорить нам не удалось. Гугут Савардания, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии поддержал идею восстановления христианского храма в селе Дурипш, сообщает пресс-служба правительства. В ходе встречи с инициатором реставрационных работ, священнослужителем отцом Гавриилом, Александр Ангва подчеркнул, что в настоящее время стороны сосредоточены на уточнении некоторых архитектурных решений, которые должны учитывать традиции храмового строительства, сложившиеся в Абхазии за многие века. Участники встречи отметили достижение взаимопонимания и согласились продолжить работы при полном взаимодействии. Премьер-министр подтвердил готовность правительства оказывать максимальное содействие во всех вопросах. Вопросы организации дорожного движения на автомагистралях республики, в том числе состояние дорожного покрытия, освещения, установки дорожных знаков и искусственных ограничений скорости, а также снижение числа ДТП, обсуждались на рабочей встрече премьер-министра Александра Ангваба с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и руководителей профильных ведомств. По итогам совещания Александр Ангваб поручил участникам встречи совместно выработать предложения по поэтапному решению проблем с учетом приоритетности финансовых возможностей государства. Какая работа проведена на сегодняшний день сельчанами, выигравшими тендер в рамках целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год? Представители Министерства сельского хозяйства ознакомились с ходом реализации сельхозпроектов в Гудаутском и Гагарском районах. Все подробности в репортаже Алики Трапш. В селе Алахадзин специалисты Минсельхоза посетили цитрусовый совхоз Абхазия, который уже несколько лет находится в аренде у Артема Мукба. Здесь произрастает около 600 корней мандаринов. Артем Мукба написал проект и выиграл тендер на приобретение 300 корней мандаринов сорта Уншиу. Все саженцы принялись, и уже через 2 года они будут плодоносить. Мы остановились на таком варианте посадки, то есть сделать обрезку короткую и подсадить мандарин 300 корней. Это самый оптимальный вариант, я считаю. Было бы больше, я не смог бы это обработать. У нас еще ямы подготавливаются в следующем году. Я хочу участвовать на следующий год. Но программа очень хорошая. Я как ушел на пенсию, мы арендовали вот этот сад. Сад был в таком же виде, как напротив. Вот это, видите, заросшее. И благодаря этой программе, там помощи Министерства сельского хозяйства, и потихонечку вот так восстановили сад. 2 года назад в селе Илдза у себя дома семья Жиба открыла цех по производству сухофруктов. Все началось с того, что Милана Жиба по программе ПРООН выиграла тендер на приобретение сушильной камеры. Так она запустила собственное производство. Затем девушка приняла участие в программе Минсельхоза и выиграла тендер на приобретение сушильной камеры конвекционного типа, вакууматора и овощерезки. Теперь в цехе 2 сушильные камеры. В месяц производят около 200 килограмм сухофруктов. Сушат исключительно местную продукцию – хурму, киви, апельсины, яблоки и так далее. Реализуют сухофрукты в местных магазинах. В планах вывести продукцию и на экспорт. Мы сушим исключительно местную продукцию. Мы скупаем фрукты у местных фермеров. У нас свои есть цитрусовые сады. Это хурма, киви, яблоко. Летом это инжир, дыня. Российский турист больше заинтересован в такой продукции, так как у местных почти у всех свои сады, аналогичные сухофрукты. Но все же на местном рынке тоже покупают, спрос все же есть. Мне кажется, самое время развивать сельское хозяйство. Благо у нас есть огромный потенциал и возможности для того, чтобы развиваться. Это не только сухофрукты, компоты, это и молочная продукция. Мы должны замещать импорт и заполнять полки местной продукции. В поселке Бзыбь у семьи Агрба инспекция осмотрела крупный рогатый скот, который семья получила недавно. По словам хозяйки Гунды Айба, решили взять несколько голов скотины по программе Минсельхоза, чтобы улучшить породу имеющихся коров. С каждым годом все мельче становится порода этих коров, и мы хотели их обновить, поэтому взяли эти породистые. Они пока маленькие, наверное, еще 2 года надо, чтобы они дали приплод. Они здоровые. Если кормить их, кушают хорошо.
пасутся, вот ходят. 3 телочки, 1 бычок и одна такая уже покрупнее, повзрослее. В селе Мугудзерхо представители Минсельхоза посетили строящееся мини-форелевое хозяйство жителя села Беслана Пабба. Строительные работы близятся к завершению. Они осуществлены силами самого хозяина. А Министерство сельского хозяйства в рамках программы помогло с закупом мальков и корма. Процесс у него практически уже весь завершен. Мальки и корм уже находятся на форелевом хозяйстве в Очимчирах. Как только он запустит воду, запустит объект, все это ему привезут и доставят сюда. И начнет работать уже. Также в селе Мгудзерху осмотрели скот, переданный сельчанам. Скотина содержится в соответствующих условиях, и состояние ее хорошее, отмечают сами крестьяне. В селе Лыхны также специалисты Минсельхоза посетили хозяйство Нури Гулия, которое уже несколько лет занимается животноводством. От Минсельхоза он получил 2 коровы. Хозяин говорит, что надеется на улучшение породы скотины. А в селе Дурипш специалисты Минсельхоза посетили сад, заложенный семьей Ардзенба. На 65 гектарах посажено около 200 корней хурмы сорта «Красный бриллиант». Это один из новейших таких перспективных сортов для нашей республики. И вот по рекомендации Института сельского хозяйства Академии наук мне был рекомендован данный сорт. А сад, который вы видите, был здесь заложен в прошлом году благодаря помощи Министерства сельского хозяйства. Вот общая сумма проекта здесь около 220 тысяч рублей. Из них почти половина была в виде товаров, то есть помощь оказана Министерством сельского хозяйства. Это колючая проволока, это вот колышки и непосредственно саженцы. А тракторные работы мы выполняли самостоятельно. Здесь же в Дурипше в скором времени начнет работать цех по сушке фруктов. По словам хозяина Даура Халваш, изначально он планировал заняться виноделием, но это дело требует больших затрат. У нас не получилось, потому что там оборудование надо было закупать, там побочные эффекты были. Потом решили заняться сухофруктами. Сухофрукты я видел, делаю там в Алахадзе, видел рекламу. И у нас в деревне, вот скажем, хурма, около 5000 тонн хурмы производится в районе. И в Дурипше то же самое, некуда девать, продать не можем. И вот решил заняться и написал бизнес-план. Приезжал министр сельского хозяйства, смотрел, и мой проект прошел. Проект стоимостью около 3,5 миллиона. Вот сегодня вот это здесь затрачено 1,5 миллиона на ремонт и 1,5 миллиона ожидаем оборудование. Должны привезти. Вот, как оборудование будет, так начнем работать. Будут рабочие места. Около 10 человек можно принять на работу. Будем расширяться, если работа пойдет. Кроме того, специалисты Минсельхоза здесь же в Дурипше осмотрели сад от Гура Хагба. На территории в 1 гектар посажено 500 корней ореха американского сорта «Чандлер». Минсельхоз оказал помощь с закупом саженцев и материала для ограждения. Общая сумма проекта составила 337 тысяч рублей. По завершению инспекционной поездки ее итоги подвел заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш. Сегодняшней поездкой мы очень довольны, потому что есть уже результаты положительные. Это и в многолетних насаждениях, да, вот то, что были посадки и ореха, и хурмы. Приятно даже посмотреть на то, что люди делают. И большой плюс в этом, то, что много людей стало обращаться за помощью, спрашивать, будут ли такие проекты еще. 22 год мы тоже планируем такой же проект. Заявок у нас очень много, а пока они на стадии рассмотрения. В кратчайшие сроки мы приступим уже на новую программу 22 года. Министерство сельского хозяйства и дальше намерено помогать сельчанам в реализации их проектов. Совсем скоро будет запущена целевая ведомственная программа развития сельского хозяйства на 2022 год. Альга Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. К ситуации в Украине. По данным российских информагентств, за прошедшие сутки российские военные уничтожили склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса «У», а также сбили 12 украинских беспилотников и 2 вертолета Ми-24 и Ми-8. Кроме того, российская авиация уничтожила 11 украинских зенитных ракетных комплексов. В ДНР, в свою очередь, заявили, что вооруженные силы республики заняли 95% населенных пунктов на ее территории.
Минобороны России представила общественности ряд документов, подтверждающих сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Игоря Кириллова. По заявлению Минобороны, в рамках программ, спонсированных США и их союзниками по НАТО, реализовывался проект переноса на человека различных болезней с помощью птиц. Из обнаруженных документов также следует, что украинские ученые отслеживали дальность полета этих птиц в Россию. Также ведомство заявило, что работы по изучению возможности передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси. Этот проект был начат в октябре 2019 года, накануне пандемии. Всего во время украинско-американских проектов ученые выделили 6 семейств вирусов, включая коронавирусы, и 3 вида патогенных бактерий, возбудителей чумы, бруцеллеза и лептоспироза. 18 марта в Государственной филармонии пройдет благотворительный концерт, посвященный поддержке спецоперации в Украине и 8-летию со дня подписания договора о принятии в состав России Республики Крым и города Севастополь. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Сохум Бесланешба. Концерт с участием абхазских исполнителей и заслуженной артистки России Ольги Кормухиной начнется в 14 часов. К другим новостям. Арда Ашуба переизбран на должность директора Абиги. Выборы в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия прошли путем тайного голосования. В них приняли участие 94 научных сотрудника, 85 проголосовали за и 9 против. Впрочем, кандидатура Арды Ашуба была единственной. Тем, кто не смог присутствовать по состоянию здоровья, доставили выносную урну на дом. Теперь избранного кандидата должен утвердить Президиум Академии наук Абхазии. Кандидат филологических наук Арда Ашуба возглавлял институт последние 5 лет. Абиги – старейший институт страны. Это единственное научное учреждение в мире, профилем которого является изучение истории, культуры, языка, литературы и этногенеза абхазского народа. Быть директором Абхазского института – это не так легко. Тут надо быть всегда в тонусе. Ты должен все время не только внутри Абхазии, за пределами, с научными учреждениями. То онлайн, то приходится неожиданно за 2 дня готовиться выступать. За 5 лет более 12 научными учреждениями подписали договор и сотрудничаем. Но за 5 лет мы более 45 научных конференций сумели провести. Это может быть мы отдельно, может быть совместно, но в здании Абхазского института. Министр просвещения и языковой политики Инал Габля принимает участие в первом всероссийском форуме «Педагогическое образование в Российском классическом университете», который проходит 17 и 18 марта на базе Российской академии образования. Целью форума является обсуждение ключевых направлений развития педагогического образования в России и странах СНГ, его места и роли в структуре классических университетов, пути его становления как системы, опережающей подготовки кадров, основных практических проблем и инновационных тенденций. В ходе ремонтно-восстановительных работ на улицах Сухума по улице Гулия возникла необходимость вырубки эвкалипта. С чем это связано, расскажут наши коллеги из пресс-службы столичной администрации. С болью в сердце коммунальщики и экологи говорят, что красивый, высокий, здоровый эвкалипт, растущий на улице Гулия, будет срублен. И предлог «на» здесь не случайен. Дерево буквально растет на проезжей части. И это явственно стало видно при проведении дорожно-строительных работ и при закладке бордюров. Раньше эта улица не была благоустроена. Машины проезжали по ухабам, минуя дерево. Однако, когда проложат асфальт, дерево будет стоять прямо на пути автомобилистов. В ходе производства работ по капитальному ремонту ливневки и асфальтированной улицы Гуля столкнулись с проблемой, что произрастающее дерево эвкалипт, находящееся прямо фактически на 90% на проезжей части, оно своим стволом мешает дорожному движению. Обидно, что это дерево придется ликвидировать, учитывая, что оно достаточно мощное, красивое, большое, но учитывая, что наносит большой, скажем так, с точки зрения безопасности вред всему дорожному движению. Пришли к общему мнению, что, к сожалению, дерево придется ликвидировать. Да, естественно, администрация города берет на себя обязательства по компенсационной посадке дерева. Да, то есть мы будем компенсировать все вырубленные деревья
новыми зелеными насаждениями, естественно, понимая, что это определенное время займет для того, чтобы они выросли. Но это наше будущее, и мы, естественно, должны идти на этот шаг. С точки зрения экологов, причин для сруба дерева нет, но тут уже приходится делать выбор, отмечает председатель Госкомитета по экологии. Безопасность людей, как пешеходов, так и автомобилистов, или сохранение одного дерева, на месте которого можно высадить новое растение. Идет планомерный ремонт наших дорог. Спасибо отдельно администрации города, что изыскала возможность. И при ремонте вот этой улицы данной обнаружилось, что вот этот эвкалипт величественный, он вышел на дорогу где-то на 1,5 метра. Ну, я сейчас говорю не как эколог, а как горожанин. Конечно, дерево может составлять угрозу транспорту, и потому в данный момент, хоть и с болью в сердце, но надо сделать вывод о необходимости ее убрать с проезжей части. А как эколог скажу так, жаль, конечно, что придется вырубить такое дерево, но не все еще потеряно. Можно сделать компенсаторные посадки. К нам приезжают много туристов. Увидя такое, с одной стороны могут сказать, неужели свет клином сошелся на этом дереве? Ведь безопасность, жизнь горожан важнее в этом плане. Предваряя общественное негодование по поводу очередного сруба дерева, как это обычно случается в Сухуме в последнее время, при проведении тех или иных восстановительных работ, член Общественной палаты Тимур Пипи отметил, что никто специально не наносит вред зеленым насаждениям в столице. Ни один здравомыслящий человек не будет приветствовать то, что насаждения убираются. Но в нашем случае это проблема, которая создается именно вот этим деревом, мешает проезжей части автомобилистам, она мешает пешеходному движению. И поэтому потом есть нормы градостроительства, которые нельзя обходить. Я думаю, однозначное решение надо принимать, что это дерево надо убрать. Как мне сказал глава ведомства градостроительного, что здесь будут новые насаждения высаживаться. И в надежде на это, я думаю, надо тут однозначное решение принимать, чтобы убрать это дерево. Для тех, кто хочет понять ситуацию, все имеет свою причину. Очень часто получается, что вот из таких житейских вопросов получается, что общественность, какая-то часть нашей общественности имеет другое мнение, вторая часть имеет противоположное мнение. Это в любом обществе, это не только в нашей стране, это в любой стране есть разные мнения. Но в нашем случае это чисто такая техническая необходимость, которую надо сделать. Начальник отдела автоинспекции УВД Сухума Дмитрий Григоля привел примеры из своей многолетней практики. Как все знают, нередки случаи ДТП, когда машины врезаются в деревья, растущие на обочине. Чего уж говорить о дереве, которое будет расти прямо на дороге. И автоинспекция, и экологи, и специалисты по организации дорожного движения логично заключают, что дерево на проезжей части стоять не должно. Амра Амичба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу, 18 марта, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, с дождем, местами снег, туман в предгорьях и горах, снег. Температура воздуха ночью минус 2-3, днем 0,5 градусов. Температура морской воды 8 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.